Аллаху Акбар, диде Тукай. Мне 89 лет. Как прошло детство, как прошла моя юность, как война. Все эти годы в извилинах моего мозга сидят как события сегодняшние. Вот последние 60 лет я не помню, но зато детство, войну я помню как самого себя. Я поступил в Арское педагогическое училище, и вот когда в училище я учился, меня пригласили в Арский военкомат, говорят: парень, пора тебе. Вот нам дали разнарядку собрать хотя бы 20 призывников, имеющих образование более 9 классов. В педучилище второй курс уже как бы 9 класс считался. Вот завтра ты явись в полном моей готовности в военкомат. А мне было очень обидно, как это так. Из деревни, мать, отец, дед, бабушки. Я приехал обратно в Арский педучилище, это в совхоз Урняк, Цепинский туда называлось. Это сейчас входит в Балтасийский район. И вот второй же день меня призвали в армию. В армию призвали ни одного из деревни, мой детский друг Сайфуддин. Мы вдвоем отправились. Куда? В Кукмар. Пересыльный пункт. 44-й год? 44-й год, осень. Это был 44-й год, конец ноября. Ну, после этого прибыли там 10 дней в пересыльном пункте, а затем нас отправили на эшелоном, и мы оказались на станции Татищево. Это Саратовская область. Прибыли, нас построили и сказали: вы в усиленном порядке будете отправлены на фронт, только люди, образованные более 9 классов. А Сайфуддин имел 7 классов. А нам не хочется расстаться. По-русски абсолютно плохо знает, я тоже не особенно. Вот, И вот, чтобы не разойтись с кем другом, я говорю, когда у тебя спросят образование, то скажи 9. И вот когда идут, спрашивают: какое образование? У других у него очередь. А он говорит: бибет. 9 надо говорить, бибет. Даже это не умел говорить. Так мы в курсах подготовки вместе прошли. Ну, безусловно, понятно, надо разобраться в электротехнике, в радиостанциях. Вот. Нас готовили связистов. Вот. Но условия подготовки, это, если вам рассказать, это такой голод. Такой голод, это один только эпизод, если же интересно расскажу. Голод терзал нас. Мы стали как скелета. Не выдерживая голод, ночью поднялись мы с Сайфуддин, еще с Агдулла, пошли на кухню ночью. Это 1,5 километра. И там помои. В этих помоях мы ножом выскребаем остатки рыбьих хвостов, голов и сосем. Это прямо помойно в воде. Я удивлялся, как это так мы не валили. Потом нас направили чистить свинячий хлев, то есть где жили свиньи. Вот туда выносим навоз. И в навозе находим длинные, вот, морковоподобные свекла. Из этих отходов вытаскиваем, моем. Потом, значит, кожуру очищаем, и в котелке варим, и мы окушаем. Это какое-то чудо. Хоть бы один красноармеец заболел. Ни один не болел, понимаете как? А это, если сравнивать с условием современности, это же ведь
свинящий навоз, это сальмонеллез, это сибирские язвы, все гадости ведь там. Тем более Коран запрещает подходить этому. Просили на фронт. День и ночь, потому что люди умирали от голода. А нам не хотелось умирать Лучше от пули, чем от лучше от голода. фашистов. И вот в начале января 45 года, в конце января 45 года нас отправили, и наш эшелон везет. Проехали Харьков, проехали Киев, Станислав, Ужгород, такие города, и оказались на территории Венгрии. Тогда шли ожесточенные бои фашистов до территории Австро-Венгрии. И вот тогда у Дуная эшелон остановился, нас построили, и командиры сказали: вы прибыли в особые войска НКВД, ваша часть, 307-й отдельный батальон НКВД правительственной связи будет обслуживать самые ответственные точки руководства войсками. Значит, таким образом мы оказались в войсках НКВД. Это не СМЕРШ был? Это не СМЕРШ, это не СМЕРШ. Это называется 307-й отдельный батальон правительственной связи войск НКВД. Так назывался. Вот. Но тогда в силу молодости много мы не улавливали. Это 307, я с вами рассказываю вот сейчас. Это потом я узнал, что это 307 отдельный батальон. А какой там, какой номер там? И вот первые прибыли бледные, а до нашего прибытия объявили тем войскам, значит, вы выдержите страшные бои в районе Балатон, Секиш-Фехервар. Здесь остались, это потом я узнал, самые отъявленные фашистов, которые, там нет уже румынов, там нет венгров, там только эсэсовцы. Это сражались. И вот им объявили, что для сражения с эсэсовцами прибывает сибирская дивизия. А мы всего лишь 307-й отдельный батальон. И там, какой с нас войск там, какой там бледный, нам 17 лет. Кроме того, еще из-за голода, сейчас уже можно все говорить, из-за голода мы променяли все, вплоть до пилоток променяли. Значит, на что променяли? На кусок картошки, на пирожки. Вот, 2 пирожки дадут, у тебя уже нательной рубашки нет. Вот. Так нас построили. Если уже говорить, у меня, когда прибыла эта так называемая сибирская дивизия, у меня в одной ноге ботинка была размер 43-го, а другой 38-й. И то они смотрели в разные стороны. На мне был бушлат, это килограмм, наверное, 10 в масле. То есть мы все шинели, хорошие шинели, все променяли. Чтобы эсэсовцев пугать, видимо. Да, вот войска. Значит, нас с фронта выходят, это настоящие бойцы НКВД. Сейчас НКВД спешивает побоями разными. Так мне это больно, так больно. Это знаешь, какие были солдаты красноармейцы войск НКВД? Это здоровые, все командиры коммуниста, а рядовые красноармейцы, все комсомольцы. Это... И вот они нас посмотрели, вот, говорит, приехали нам на смену вояки сибирской дивизии. Так и обратно они ушли на фронт, вошли в бой, а мы остались картошку чистить. Мы чистим картошку в кухне, и вот нашу кухню разбомбили немцы. Разбомбили кухню. И вот впервые я увидел, что значит бомбежка.
даже вот мы видим поддержку. Ничего вроде, ничего. А вот когда тебя бомбят, снаряд разорвался, так, весь я оглох. Убирать не хочется, туда прыгаю, в эту яму, сюда. Нас так разбомбили эту дивизию кухни. Так, после этого другая операция была, большая. Я эту операцию в свое время рассказывал, это на Балатоне. Но что боевые операции рассказывает Альфред, их настолько много. А ваша задача какая была, как Задача связиста? наша, 307-й отдельный батальон правительственной связи обслуживал штаб управления 3-го Украинского фронта, штаб управления командующего фронтом Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. Мы обслуживали штаб управления 3-го Украинского фронта. Но самого командующего я 2 раза видел, хотя близко, связь ведь близко. Вот. Вот такая задача была. Это наш. А в целом это у нас батальон связи, ведь полк НКВД. А задача полка НКВД заключалась, когда большие готовятся сражения. Но примерно, скажем, готовится Венская операция. Задача полка до начала общевойсковой военной операции, то есть до начала сражения, занять плацдарм на противоположном берегу, где фашисты. Скажем, это вот этот стол Дунай, здесь мы напротив фашиста. Пока фронтовое наступление нет, для того, чтобы застать фашистов врасплох, создавались плацдармы. Вот один из вечеров нам было приказано, значит, полку, это полк обслуживал 500 километров вдоль фронта НКВД. Там войска, там полки, там дивизии, там танки, там артиллерия, там пушки, там противотанковые установки, гаубицы. Знаете, все подготовлен фронт для наступления, для взятия Вены. Вот перед взятием Вены войска НКВД ночью приказ переправиться через Дунай, занять плацдарм на противоположном берегу реки. Этот плацдарм могут занять только люди особой подготовки, не только духовно преданной советской власти, да еще люди, владеющие воинским искусством. Это нынешний ОМОН, это нынешний, ну, понимаете, вот сейчас хотят национальной гвардии тогдашней. В этих войсках, в отличие от общевойсковых, различие было в чем? Не было дисциплинарной практики. Дисциплинарный устав был, а практики не было. То есть не было наказаний. Ни нарядов не давали, ни наказания, ни гаввахт не было. Там вся работа велась только на самосознании. Коллектив, безусловно, бывают недостатки, нарушения, страх. Без страха никто не бывает. Некоторые говорят, я ничего не боялся, я прошел от Москвы до Берлина. Все это, знаете, вот когда есть нарушение, собирались собрания, или собрание отделения, или же комсомольское собрание рота. И вот мы там друг друга обсуждали, и это очень сильно воздействовало на красноармейцев, и каждый более подтянутый стал, более, знаете, вот плацдарм в один из вечеров, это было в начале Вену взяли 13 апреля 1945 года.
Мы 10 апреля 1945 года ночью приказ переправиться через Дунай, занять плацдарм. Плацдарм занимаем не мы, а занимают те войска НКВД, которые для этого подготовлены. А мы что делаем? Мы вообще вместе с ним переправляемся. Если плацдарм займут, в этом плацдарме создать точка связи. То есть мы переправляемся, за нами катушка под Дунай идет. И вот до середины Дуная мы дошли. Тихо, темно. Даже разговаривать категорически запрещалось. Резкие движения. Никто, знаете, мы как псы вот гребем, гребем, гребем. Только дышим. Мы знаем, и каждый знает, что делать. И дышим. И вот когда более половины Дуная переправились, фашисты заметили. И тут же прожектора, тут же начался огонь. И мы гребем, гребем, гребем. Каждый за свое отделение отвечает. У меня в отделении 18 человек. Я командир отделения. 18 человек. Гребем, гребем. Минометы, мины то перелетают, то не долетают, то сбоку, то в стороне. Мы какое-то божественное чудо гребем, 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 гребем. И вот до берега осталось, возможно, метров 50 в темноте, и одна мина попала на нашу лодку. Лодка перевернулась. Мы все оказались под водой. Вся наша амуниция, оружие, автомат, радиостанции, кабель, все ушло. И мы из-под лодки вынырнули. Смотрим, двоих красноармейцев нет. Я их фамилии не знаю. Откуда я знаю, когда нас построили, но говорят фамилии, разве 18 фамилий перед самим операцией запомнишь? 2 солдатов нет. Из 18 нас 16. И мы переправились, и мы привезли. Уже, вот, если лодка, вот, лодка так, да, мы на лодке. А лодка, когда перевернулась, уже мы на хребте лодки. Бракуллар, бля, руками прицепились, лишь бы не оторваться от... А идет бой, канонада, бомбежка. Это... И нас Дунай несет, это весна. Нас, это же апрель. Это такое половодье несет нас. И вот потом смотрим, еще одного нет. Видимо, во время трудно там, темно, ничего не видно. Еще самые волны, это дунайские, холодные, как заляпает тебя, и солдат уходит. И вот Саадулла говорит, Яшташ, считай, ты же понимаешь, я считаю Коран. А как я считаю? Обессиленный, про себя, охриплый, бессильный. Я считаю, Альхамдулиллахи Раббил Аламин, Альхамдулиллах, я Всевышний, спаси нас. У нас нет никакого выхода. Спаси Бог, Ты один, Ты един, спаси нас. А какое может быть спасение в этой обстановке? Нас несет, там другие лодки, которые потерпели поражение. Полно, весь Дунай, плывущий народ. А вот если, скажем, у нас 10 лодок, из 10 лодок 2 дойдут до берега, до фашистам хана. И вот они знали, наши командиры, и познали, что мы идем на верную гибель, что не все нас дойдут до самого берега. Вот. И они занимали плацдарм. Для чего нужен плацдарм?
Это нужно для того, чтобы во время боя командующий фронтом сам Толбухин, а у него сколько помощников, заместителей, если захотят на этом плацдарме переправиться и докладывать, а нас вода несет. Несет вода. И мы с течением вышли из боевой зоны, и возникла другая трагедия. Не только Дунайская волна. Знаешь, Альфред, с того берега нам, вот эту деталь запомни, с того берега нам стреляют фашисты, зная, что мы советские солдаты. А еще трагедия, с нашего берега стреляют наши, думая о том, что мы фашисты. Вот где была трагедия, вот где началась паника, хотя мы воспитанные были. И вот и еле руки о хребет лодки держатся, в этой обстановке я вспомнил. Бога не надо только просить, надо и самому стараться. Вы знали Коран хорошо, знали хорошо Коран. Я вспомнил аят Корана, где сказано раб Аллаха, а мусульманин раб Аллаху сказано. Я не изменю твоего положения, тяжелого положения не изменю до тех пор, пока ты не изменишь своего положения. Я про себя думаю, а как я могу тут мое положение изменить? Как? Как? Все думаю, все татары, русские, вы должны подчеркнуть, во время войны, особенно в наших войсках, была дружба народов. Русские, удмурты у нас были, чувашские ребята, это все были единые все, единые философии, единые, знаете, мы готовы были защищать друг друга как столько, сколько можем. И в этой обстановке я не изменю твое положение. И вот, знаете, я с этой мыслью, как могу я изменить положение? Это ты запомни, это имеет прямое отношение к религии. И вот рука у меня коснулась ремня поясной. У каждого солдата есть ремень. Правда, не кожаный, а такой. И я снял свой ремень, и мы, солдаты, вначале Сагдулла с Мухарлямовым, я говорю, Сагдулла, куллар tutмей, руки нас не держат, нас сейчас волна унесет, любой ветер нас отнесет. Давай голову привяжем друг к другу. Он говорит, а как? Я говорю, есть у тебя ремень? Есть. Я говорю, сними. Одной рукой он держится, другой ремень снял, и мы привязали вот лодка, да? С одной стороны я, а с другой стороны другой солдат. Мы привязали свои головы ремнями. Вот, понимаете? И вот оставшиеся у нас, сколько там, 14 солдат, 7 ремней, голова муен сильная, чем рука. И вот теперь наша задача, нас никакая волна уже сносить не может. Мы своей тяжестью лежим, а держит. Вот в этом я впервые не только понял, а как перенес, как осознанная необходимость Бога. Только Он. Я ведь, если я коранистский аят у меня в голове не было, я не изменю твое положение. Вот у меня здесь сел, я искал варианты, как изменить. И с ремнем мы привязались. И 14 солдат, красноармейцев это называлось, мы, какая бы ни была волна, ну там трагедия была большая, мы часов 6 плыли, все это рассказывает долго, если уже прийти к итогу, мы почти полумертвые, были обнаружены югославами.
Вот. Ну, нам, они, Югослава, на другом пароходе, Это сторонники Тито? сторонники Тита, Югославская армия, Народно-освободительная армия Югославии так называлась. Во время войны мы должны знать, что все республики Югославии, Хорватия, Сербия, вы знаете, Да, Македония. Черногория и Болгария. Если вы знали, как нас встречали болгары, это как друзья, Братушки. да, братушки, другари, вот. Таким образом, с этой операцией мы в тот день, нас, значит, на берегу Дуная пограничный патруль, общевойсковой патруль нас сдали. Началась у них допроса, не дезертировали мы, не ушли ли мы от фронта, не так. И после допросили, после приехали наши командиры, нас увезли уже опять в предыдущее место. Примерно 70 километров мы были уже отделены от части. И прибыли, и мы участвовали в основной Венской операции 1945 года. К тому времени уже были освобождены города около Вены, это Австро-Венгрии так называемые, это города Баден или Баден-Баден, Корнейбург, Айзенштадт. Вот. Был освобожден 13 апреля или 14, надо посмотреть, Вена был освобожден. После этого мы оказались в районе города Санкт-Пёльтен. Вот некоторые эпизоды этой войны, моего участия в войне, вот были таковы. Ну, вы, к счастью, завершили войну, и вот, как я знаю, после войны тоже вам с бандеровцами пришлось столкнуться. Вот в этом. Мы, значит, на Дунае, Санкт-Пёльтене, на том берегу оказались уже американцы, Дуная. Мы переправились, но там старослужащие начали настоящее братание. Дома молодые готовили пищу, у них виски, у нас водка, там все было. Но мы татары не пили. Я, например, не пил, но некоторые от радости тармалайларда понемножку было. Но потом прибыли наши руководящие командиры, вся братание прекратит в НКВД, нас погрузили автомашины, и мы оказались уже, проехали, опять обратно проехали всю ту дорогу, которую я прошел почти 3 месяца. Это прошел, значит, Венгрию обратно. То есть в тыл уже. Да, пешком там шел в этот, 2 когда месяца, да. а теперь на машине. Мы проехали в Западной Украине. Западной Украине 45-й год, это июнь месяц. Но тут было тоже. Мы туда приехали. Мы очень не хотели быть участниками этих националистов, то есть борьбы с националистами. Нам говорили, что украинские националисты по степени гораздо опаснее, чем эсэсовцы. Нам прочитали приказ красноармейцев, сержантов и офицеров войск НКВД плен не брать. Подпись Бендера. Плен не брать. Отсюда вполне понятно. Значит, нас плен не брали. Если плен попал, тут же расстреливали. У бендеровцев не было у них ни базы для содержания пленных. И вообще это же бандиты. Вот. У них никакой власти на них не существовало. Вот. Но если уже о сражениях с бендеровцами, то только одно я расскажу, одно только. Это в самом начале. Это была Западная Украина, район Станислава, ну, говорили, где-то там Уньена. Может, я запутаю, эти города сейчас могут путаться.
Еще в лесу фашистов, оставшихся, Схроны. Уголовников, дезертиров НКВД, еще бандеровцев, националистов. Лес, птицы поют, природа, такая красота. Идем. Красноармейец, расстояние 20 метров, шагаем. На мне радиостанция, поскольку я обслуживал командира батальона. Ну, и в это время очередь. И в правом фланге повернулись, дескать, солдат упали, красноармейцы упали. Вот здесь одна деталь. Во время боя, кто упадет, все бегут туда, где человек упал. Для чего? Для того, чтобы спасти их как-то. А наш командир, старший сержант из Варин фамилии, я его запомнил хорошо, слушайте мой приказ, за мной. Если кто опоздает, застрелю сукинов сынов. И мы бежим. Бежим за сержантом. С нами ведь солдаты разные, сильные. Я, например, деревенский парень, бегать мог. Другие. Но были один парень, он физически слабее. Он худой был. Стал отставать. Солдата не оставлять. Мы его тащим. Вот. Бегаем, бегаем. И так мы его тянули. И потом смотрим, там бандеровцы с автоматами крашат. Ложись! Все легли. И бандеровцы, этот сержант тактику бандеровцев узнал. Оказывается, вот идет цепь, уничтожит одну группу, когда все соберутся пострадавшим, расстрелять на месте, в сборе. Понимаете? А сержант, зная этот, приказ дал: за мной. И мы, благодаря этого сержанта, кстати, коммуниста, красивого сержанта, в Киевском университете учился, спаслись и успели за какой-нибудь 3 от силы 5 минут не попасть в окружение. Если мы еще втянулись, мы попали в окружение, и нас тоже расстреляли. Вот благодаря этого сержанта. Ну, они тоже, говорят, сильные бойцы были, вот, бендеровцы. Безусловно, а как же, это же ведь... Тоже боевой дух это же у них. националисты, это же ведь, знаете, Тоже это же фанатики, это же нынешние игилы, это современные, которые идут на смерть. Вот с ними сражались, ну, так, если так можно говорить, нас меняли эпизодически. Вот мы были, нас выводили из этого, мы отдыхали, а потом опять. Вот так и тянулось. Там же борьба до 50-х годов шла. До 47-го года. В 47-м году, значит, благодаря действиям войск НКВД, бандеровцы были уничтожены.